с отцом они выросли вместе. Выросли. Он говорит, до того мастуам четко, янерди, хочешь держи, ишти четко варёх. Что грамотный хану. Таким запомнился Магомеду Эсмурзиеву его двоюродный дядя, герой России Мавлид Эсмурзиев. Он застал войну совсем молодым. На фронт ушел еще в 1937-м, проявил себя в войне с Финляндией. Спокойный и рассудительный по жизни и искусный воин в бою. Таким его знали родные. Вспоминает племянник. Своего героического дядю живым он не застал, однако отец и родственники не раз рассказывали о жизни и подвигах Мавлида. В начале, когда ушел, после службы, потом уже, письма писали, что он жив-здоров, когда уже война началась в 1941 году. И потом с ними вот этот Автономов, генерал-майор, который вместе служили, они летали вместе. И писали, что все нормально, служба идет. В Ингушетии не было авиационных училищ, о полетах ребята могли только мечтать. Мавлид всегда отличался сноровкой и особым складом ума, что позволяло ему быстрее остальных принимать решения. Любовью к самолетам защитник Родины не отличался, однако командование на эту сложную миссию выбрало его. Выполнить приказ было делом чести. Его направили в авиашколу на штурмана, бомбардировщика. После этого закончил он школу, потом ее направили в ряды Красной Армии. У генерала Янгандер в один прекрасный день бежь хайвали самолет. Где мы живем, цигбетти посадить дяхан самолет. Циг бежь бисияка, бежь декстритит, циг шей бисияка, задя табахахамбр. Прилежный офицер – настоящий патриот. В его послужном списке 28 выполненных боевых заданий и спецопераций. Самый важный и последний вылет был на малой родине, в Малгобеке. Циг хатсабейт хартыш, на теречном районе, циг беньюрт, циг верик на теречном районе, циг талятапкш. У него ведущий самолет хани, цепочки телатыжди, ведомый халди. Тут это доглядапкш. Пропал без вести, во всех архивах числился так. Родственники отчаянно долгое время искали любую информацию о Мавлиде. И, наконец, волей случая удалось найти его сослуживца, Виталия Автономова. Для уроженца Смоленска Мавлид был не просто боевым товарищем, а настоящим другом. Виталий приехал в Ингушетию, чтобы помочь с поисками места захоронения. Виталий Иванович сейчас, говорит, Автономов. Так, надо сейчас, говорит, поехать в Литовск, военная часть Латтерский, и секретную карту надо взять оттуда и поехать туда, на Теречный район, через Малгобек, на Теречный район, там будет я. Всегда говорит, машину берег на Вашакит. Надо хочу, прямо, карта от Хеж, и Алруху сразу что-то зеленое насаждение тогда не было. Но после этого виноград посадить дяхан царцики. Так, тигера, ел шметти по карте, вага-вага, за метру 5 отхватишь, вот его могила яр. Через 40 лет он с памяти ветцелый Музей заполнен фотографиями героев. Особое место здесь занимает уголок с ингушскими летчиками. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в великую победу и светлое будущее отчизны. Во многом благодаря воздушным войнам Малгобек удалось отстоять. Для нашей чести очень многие наши земляки участвовали именно в этом воинском подразделении. Если говорить по процентным соотношению, то у нас самое большое количество летчиков в период Великой Отечественной войны. Многие из них были представлены к званиям Героя Советского Союза, некоторые получили звание спустя 50 лет, и в том числе Эсмурзиев Мавлид был также представлен к званию Героя Советского Союза. Ему посвящен курган, это целое захоронение участника Великой Отечественной войны, его называют курганом Юдина, потому как самолет этого летчика упал именно в этой местности, в Насыркорте. Этот альбом Магомед бережно хранит и дополняет. Каждую историю или воспоминание племянник героя записывает и рассказывает детям и внукам. Именно благодаря этому память о подвиге Мавлида Эсмурзиева сохранилась и уже никогда не предастся забвению. Идрис Ижиев, Магомед Дидигов, Новости 24.